Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кути-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в новом ресторане, баре, Просекка Клаб называется, Семен Тарбахов, как обычно, со мной. И к нам сегодня в гости пришла, ну кто ее не знает, Галина Сафроновна Новосильева. Да. Прошу любить и жаловать. Прошу любить и жаловать, но для того, чтобы прочитать, кто она вообще, да, мне придется прочитать. Она РОП-доцент, это руководитель образовательной программы экологического направления эколога географического отделения Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета, это во-первых. Кандидат биологических наук, президент Ассоциации женщин-предпринимателей Якутии, председатель Комитета экологии и природопользования Торгово-промышленной палаты нашей республики и член Союза женских организаций, еще опять же, нашей республики. Галина Сафроновна, еще раз здравствуйте. И сразу забываю сказать, поэтому говорю сразу, спасибо, что приняли решение принять участие в нашей передаче. Мы нашу передачу называем «Кулинарное ток-шоу». Чем вы к нам сегодня пришли, чем вы будете нас сегодня угощать? Очень приятно, что вы пригласили меня на эту передачу. Я всегда с удовольствием смотрю все ваши передачи, тут ваших гостей. Да. Вы фанатка? Смотрю и думаю, ну не то, что фанатка, просто смотрю и думаю, как люди умеют хорошо готовить некоторые. Вот, и думаю, ну мне надо вспомнить молодость, наверное, и решила предложить вам такое блюдо, как вот беляши или аказики, вот их и называют иногда, да? Беляши. Беляши. Да. Ну, чаще беляши. Это как бы тесто с мясом, жареное на масле. Мясо в тесте. Ну, чем отличие от пирожков обычно? А потому что пирожки закрытые, а беляши открытые. Так, да. Ключевое отличие. Да, ключевое отличие в этом, потому что вот там дырочка такая, и туда обязательно надо подливать, чтобы она не это... Чего-то это, да? Да, ну масло обычное, ну, чтобы... Я смотрю, тесто вы подготовили, тесто дрожжевое, да? Да. Вот такое я вот до съемок стоял, смотрел, вот мы же все родом из детства, да? Какая-то такая ассоциативная сразу память. Мама, где-то детство, где-то вот это, вот что-то такое родное все где-то во мне проснулось. Ну, очень приятно. Да. В детстве мы, конечно, много это делали. Я, когда была молодая, у меня дети были маленькие, я много готовила. Но когда повзрослела, дети выросли, как бы такой необходимости не стало. Появилось очень много различных ресторанов, заведений, где можно вкусно поесть, не затрачивая усилий, времени и так далее. Поэтому как-то за последние годы это немножко подзабылось. Сегодня у меня стоит вопрос возобновить память, как это я раньше делала, да? Как говорится, глаза боятся, руки делают. Да. Сейчас как раз память осталась. Да, сейчас проверим, говорит. Давайте начинать, тем более, что я думаю, что это же не быстро все же делается. Да, это делается очень долго, потому что вот в принципе я тесто завела вчера, потому что надо, чтобы тесто было поднялось, подошло, чтобы снова его взбить, потом оно снова должно раза 3 подойти. Фарш тоже надо, чтобы он, как сказать, вобрал в себя все это. Как любит говорить Семен, поженился со всеми ингредиентами. Да, чтобы он приобрел, так скажем, все оттенки краски вкуса. А поэтому что это заранее идет. Этот фарш у нас обычный, говядина со свининой. Это все куплено в мясном дворе. Кстати, немножко рекламы мясного двора. Да. Ну что сделать, если у них вдруг они станут нашими спонсорами, а я Макарова большой привет. Так. И, во-вторых, единственный, мне кажется, магазин, где можно действительно хороший фарш купить. Ну, что это наши ребята, так что мы можем немножко рекламой заняться, ничего страшного. Ничего страшного, я так думаю. Ну, давайте действительно начинать. И первый вопрос. Говорите. Первый вопрос. Чьих вы, откуда вы? И мы, шутя, эту рубрику называем, как вы дошли вообще до жизни такой. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе и продолжайте. Начинайте сразу все это делать. Ага. Вообще, я родилась и выросла на берегу моря Лаптевых, можно сказать. Поселок, сначала Полянск, потом переехали. Северный человек. Да, я человек из тундры, как я и говорю, поэтому, когда люди говорят, любишь ли ты заниматься огородом, посадками, я говорю, не очень люблю, потому что я человек из тундры. Я даже не знаю, что это такое. Ну, собственно, там и не растут ни разу. Потому что я человек из тундры, я люблю просторы, ширина, чтобы все было видно. Потому что даже уже ниже Батагая, вот там, где я охочусь, там уже практически вообще, не то, что не растет, а не садят. Ну, нет сильной такой привычки нету. Картошка еле-еле успевает. Да, раньше и в Центральной Якутии особо-то не сажали прямо между нами, скажем. Это сейчас у нас, люди же у нас очень, так скажем,
скажем, креативные, быстро всему учатся. Ага. Не зря же... Ну, мы, якуты, вообще молодцы. Да. Это мы себя хвалим, конечно. Не зря же этот Мейерхольд сказал, якуты это такая нация, которая очень быстро всему учится, Ага, и хорошему, ага. и плохому. Поэтому, Ну да. вот, поэтому сейчас у нас такие мастера сажают, начинают винограда, уже Цветы не тропические фрукты стали сажать, поэтому наши умельцы молодцы. в Итак, этом вы из плане. тундры. Я из тундры, да. жили Но в из школе, тундры я жили. уехала в 71 году еще. Так. Поэтому и с Когда тех вам- пор, мне было 20 лет. Ага. Вот, и с тех пор я практически уже там и не была, Так. можно сказать. Уехали по какой надобности? Ну, просто здесь у меня жила бабушка моя, тетя моя, вот, любимая Новгородова Лаврентьевна из рода Новгородовых, которая, в принципе, собирала весь архив, который сейчас в Академии наук есть же, в Иркутском научном центре архив. Это вот все было собрано ее руками в свое Ну, то есть, время. у вас получается, ну, не побоюсь этого слова, некая преемственность, да, научная? Ну, Или как? Ну, научно, да. человек уже примерно, занимался, да, да, такими да. трудами, потому что это очень сложная работа, И вот- кропотливая, Да, и вот она ответственная. тогда, когда я сюда приехала, она меня устроила лаборантом на кафедру географии. Так. Я туда поступила работать, и там проработала достаточно много, и там же закончила. Поступила там учиться, же, и там учиться. же закончила, как бы совмещая работу. Ну, так, это было не так сложно по тем временам. Потом вышла замуж за Идрихинского Руслана Егоровича, он намский. Ну вот он был физиком, он закончил, знаете, у него такая специальность была, ядерная физика высоких энергий. Он закончил Тбилисский госуниверситет, уехав отсюда, тогда вот набирали студентов. Там в Гаграх где-то Да, лаборатория да, была, да. да, по-моему? Ага, Да, и вот он там закончил и приехал сюда работать. Ну и работал в университете. Там мы с ним познакомились. И поженились. И поженились, так скажем, создали семью. Так. Вот. Ну вот у нас 3 детей. Вот. Сейчас, в настоящее время у нас, ну, к сожалению, он рано ушел из жизни. Вот. Он был предпринимателем, один из первых предпринимателей в нашей республике, можно сказать. Ну вы вот. вместе? Ну, вместе, да, Да, начинали да, да, мы да. вместе. А я после университета пошла работать. Мне хотелось что-то нового, и тогда появилось как раз такое направление, как экология человека, медицинская география, поскольку я географ. И я это И слово экология только-только начиналось, входило да, в обиход да, вообще да, наш. да. Мы сейчас везде экология, Да, да. А надо бороться тогда за это экологию. было новое Да, совершенно и направление. многие даже не думали о том, Да. чтобы, ну, И тогда конечно, вот- у нас в крови было защита экологии, Ну, вот у сохранение нас природы. в и народе, всё да, это прочее. у северных конечно, народов, у всех это Да. в крови. довольно Поэтому, трепетно потому что к от этому этого относимся. зависела жизнь. Да, да. На севере, Ага. например. Тут как раз хочу сказать, что в этом случае, конечно, очень большая заслуга, ну пусть мальчики не обижаются, мужчины, женщин на севере, потому что кто создает уют в семье? Очаг. Да, очаг. Если бы не женщины, особенно Ну, вот, исконно, да, конечно. особенно, например, вот женщины, оленеводы и прочее, да, это когда, вот как создать уют в веранде? Так. Как вы думаете, а? Сложный вопрос, конечно. Да вот. И только женщина вот смогла вот это вот, может что-то там такое, сделать, да, да. напоить, накормить. Тем более, когда все временно, Да, когда ты да, вот да. тут Они недолго. постоянно перемещаются. Вот. И, конечно же, мне кажется, если бы не женщины, они бы, север бы вообще никогда бы не жил. Не выжил бы. Ну да. Потому что без уюта, как бы не хотели, без хорошей вкусной еды, да, сытной еды, Да. без ухоженности, без как проживешь? Ну да, Вот. нет, ну мы затронули тему, конечно, что якуты все умеют, Якуты. да, якуты все умеют, да, но у нас очень природа, экология такая, что нам все время приходится выживать. Да, бороться, Часто. да, бороться за да, жизнь. и поэтому, как говорится, голь на выдумке хитра. Да. Итак, мы налепили, Да, точнее, вот мы вы налепили такие штучки, кружочки, заготовки. кружочки, заготовочки, из Очень которых... профессионально, кстати. Да, кстати, да. Я прям наблюдаю и Да? Как говорится, руки не забыли. руки не забыли. Руки не забыли. А вы как вообще заготовки? Любите? Да. Я вот с возрастом
перестала любить. В А молодости это я- получается ваше какое-то домашнее коронное блюдо. Атахтарское немножко тогда Ну получается. да, тахтаровская. Ага. Поэтому... Да-да-да. Да, а это стряпанию вот этих беляшей меня научила моя свекровь. А, Да, она, в общем-то, намская, но татарка. А. Ибрагим Сара Зинатуловна. так сказала, да, вот да. так делаются. Да, она вот, они называют, аказики она называла. Аказики, да? Да. М. Вот, и вот она меня научила тогда вот готовить. Это вот когда, 50 лет назад, наверное, было. Очуметь. Так. И вот мы это... Теперь, значит, вот надо чуть-чуть подождать, минут 2-3, чтобы Ага. они немножко это, Остыли. пришли в себя. Остыли, Да, подошли. Подошли, да, подошли. На нашу Так, любимую мы сковородку наливаем Растительное маслица. масло. Растительное масло. потому Ну, что- пока нагревать еще рано, я так думаю, да? Да, еще рановато, ага. Ну, Итак, мы взяли необходимую паузу, 2-3 минуты подождали, заготовки наши подошли. Да, Галина Сафроновна. А вы продолжаете рассказ и... продолжайте. да, самый интересный период жизни мой начинается где-то с 90-го года, когда, в общем-то, я с университета ушла в этот институт медицинских проблем Севера назывался. Так. Лаборатория морфофункциональных исследований человека. Вот, как раз занимались вопросами экологии, здоровья, влияния сердечно-сосудистой системы, то есть климата на сердечно-сосудистую систему тогда впервые начали Да-да-да. изучать. Как вообще Ну, да, влияет да, всё, как да. влияет климат на местных, на приезжих, как их называли медики, пришлые и уроженцы, то есть те, которые не титульной нации, скажем, но родились и жили в Якутии. Вот 3 категории. Так. Вот это все мы изучали. Вот я начала писать кандидатскую диссертацию, потом началась перестройка. В первую очередь, конечно... Перестройка, гласность, Да, в свободный первую рынок. очередь закрылись, конечно, все вот эти филиалы, лаборатории, институты. Закончилось вроде как Да. финансирование и сказали, Да, ребята, всё, вы да, вроде до как никому и свидания. не нужны. А в это время вообще мой муж работал в АБХСС МВД наши, ну, он ушел на пенсию тогда, вот, и начались проявления бизнеса. Он начал заниматься бизнесом и сказал, давай вместе. Ну, мы вот вместе начали. Ну, наверное, кто-то помнит, это было такое предприятие «Мамонт». Мама, да, конечно. Да, вот это вот мы были. Зеленый рынок, это тоже как бы мы начинали в свое время. Вот. Ну, всяких трудностей, но не об этом разговор, потому что об Да. этом надо Но говорить отдельно. Опыт, конечно же, предпринимательский колоссальный. Да, опыт предпринимателя, тем более, сколько мы были первыми, все, и тогда же вообще ситуация была, рынок только начинался, это государство пыталось бегать за предприниматели пытались уйти от налогообложения, от всяких этих барьеров Да, и так далее, да. поэтому... Ну, как бы взаимоотношения государства и предпринимательства Да, только становилось. только зарождалось, и Да, вообще да, непонятно было, Что будет и дальше, Да, и что как будет и будет. дальше, и тем более с советским нашим прошлым, который говорил, что любой предприниматель это спекулянт, Да, мошенник да, да. и барыга. Да, вот такие да, слова да. нехорошие, вроде Да. как бы, да, и реально это было такое отношение. Да, такое отношение было. Ну вот мы начинали заниматься бивнем мамонта, почему мамонт назвали, потом пантами, рогами оленя, там все такое прочее. Вот. Ну и поскольку мы были первыми, на нас всегда государство оттачивало свои, так скажем, Да, как бы я хочу свои- прищучить. Да, да, как бы прижурить, забрать. прижить. Вот, и поэтому мы постоянно были в борьбе. И мне приходилось как бы заниматься внешней охраной нашего предприятия, нашего бизнеса. Защитой бизнеса. Да, защитой бизнеса. Если муж занимался внутренними делами, Оперативкой. да, то я занималась как бы вот защитой. Но это было все время на виду, потому что мы даже на федеральных каналах выступали и так далее. Вот. И в 98 году так получилось, что решили создать комитет по защите, по предпринимательству. Ну, до этого был комитет. Он назывался... В самом начале 90-х году был один комитет малого бизнеса назывался. Но он просуществовал полгода.
и закрылся. Потом создали на Государственный комитет антимонопольной политики, приватизации и дела малого и среднего бизнеса назывался. Так, да. Потом его через пару лет тоже закрыли, Тоже. и не было структуры, которая бы занималась бизнесом, да, Делами предпринимательским сообществом. А поскольку у нас первый президент Михаил Ефимович Николаев был очень мудрый человек, он понимал, что будущее за бизнесом. Все равно, да. Да, и что Потому надо, если мы, да, уже, да, как говорится, да. встали на капиталистическую колею, Да, на рыночные на отношения, рыночные отношения то- рано или поздно к этому да, нужно без будет бизнеса прийти. никуда Да. не денешься. Тем, Поэтому тем более вот, без да. малого И предпринимательства. он да. создал комитет, Государственный комитет по делам предпринимательства, и независимо от меня, вообще я не была не в неведении, он однажды мне говорит, приглашает меня в кабинет, и еще думаю, зачем меня приглашает? И меня зачем, да? Да, Что я зачем? натворила? А он потом говорит, вот мы хотим назначить тебя председателем Государственного комитета по предпринимательству. Так. Я говорю, ой, я же никогда не работала в госслужбе, никогда не занималась никакими бюрократическими, бюджетными этими отношениями, вообще Как ничего вы не вообще тут знаю. ворочаете? Да. А он сказал, что, отказываешься, что ли? Я говорю, нет. Он говорит, ну иди работай. И все. И все. И вот наш комитет в таком То есть виде. это такое предложение, от которого невозможно отказаться Да, было? ну надо Как было часто попробовать же. такое. Да, как-то, да, да. Ага. Но в те времена, конечно, мы впервые и программу составили, и фонд реанимировали, и закон о предпринимательстве Принимали. да, принимали. Ну, в общем, много было заделов сделано. Но мы всего 2 года просуществовали, потом Михаил Ефимович решил, что предпринимательство решает очень много вопросов занятости населения. Уже, да, конечно, и вот да, они посчитали, посмотрели да, статистику. И вот создали министерство по делам предпринимательства, Да. развитию занятости Первое, населения. которое, да. Да, да. Да, вот уже можно начать, да? Да. И на этой пессимистичной ноте Да, Мы и тоже вот начнем. занятость населения, и вот тогда назначили министром Скрыбыкина. Анатолий, так. Да. Ага. А я осталась Первый у него- министр. Да, я у него осталась замом. Ага. Вот, ну, как бы немножко проработала. Так. Руки Вот. помнят. Семен, если что хочешь, можешь помогать. Да, можно помочь, если что. Посмотрим, у кого красивее получится. Что-то у меня Ух ты, некрасивый какой-то получился первый. Мне кажется, нормально. Я бы такой съел. Ну, зачем время стало? Придет время, съешь. Да, Пирожок. обязательно. А Еще, вы- еще и домой возьму. Да. А этот... Так, и чем вы занялись дальше-то тогда? Вашу штатную единицу? А потом Сократите. сократили, я подала в суд. Так. Так, просто Ага. я подождала, думаю, как Вы, это... получается, еще тот еще калач тертый. Да, не говори. Мне пришлось подать, но из-за принципа. Я уже не собиралась там работать, конечно, потому что уже ситуация была Ну, то есть, другая. как бы найти правду. Да. Просто посмотреть, может быть, даже из-за принципа. Из-за принципа. И они на мое место назначают там одного товарища из Чурапчи. Ага. Вот. Я посмотрела, думаю, а чем я-то хуже? Так, Из-за того, что ты- почему поменяли Да. шило на мыло вроде как? Да? Поэтому я решила это подать в суд. Ага. Суд И- меня восстановил, естественно, потому что это нарушение прав было, все Так. прочее, соответственно. И вот они восстановили меня. Ну, я потом ушла сама, потому что понимала, что Мгм. это, ну, мне Ну, за- то есть вы показали свою принципиальность, но Да, потом да. сказали, ноги моей, Вашей- вашей здесь не будет, в и ушли. бюрократической системе вашей не будет. Так. Вот. И, в общем, потом мне добрые люди сказали, ну, Галина, теперь тебе никогда в госслужбе не работать. Ну, Я да. сказала, ну и ладно, и ушла в университет. Ну, Это был 2003 год. Мгм. Обратно в университет, получается. Да, а вернулась в университет, да. Ага. И где до сих пор еще и Ну, слава богу, да, славные пока. прорабатываете. Да, пока вот, надеюсь, пока не уйду, Мгм. буду работать. Да, но вы, давайте немножко поговорим, да, про вашу нынешнюю деятельность, какие у вас обязанности, чем вы там действительно занимаетесь. Ну, я сейчас являюсь такая странная единица, РОП, Рок-доцент. руководитель образовательной программы, Так, да, называется. Это будущие, можно сказать, должностные инструкции и обязанности заведующего кафедрой. завкаф. Завкав, да. Ага, ну просто переименовали, может быть. Переименовали, да. Ну, Так. там, конечно, свои нюансы есть, для чего Ага. это было сделано. Так, ладно. Вот, тем не менее. Кто знает, тот поймет.
Да. В общем, вот так вот и работаем. У нас набираем мы техносферную безопасность, экологов, природопользователей. Мгм. Но сейчас будет, конечно, другая программа. Я так Как думаю, бы, что сейчас востребованная очень профессия. Да, в принципе, да, большой, вот большой конкурс, наверное. в прошлый раз, когда вот в пятницу, что ли, была большая коллегия Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Да? Мгм. нашего местного. Да-да-да. И собирались все инспектора со всей республики. Мгм. И так было приятно видеть, что там было очень много наших выпускников. Это то так есть, радует. То есть ребята продолжают работать Да, именно по... Да, по специальности. По специальности. Ну, Инспекторами это там. это действительно круто, да. Да, поэтому было очень приятно. Ага, а выпускаются инспектора еще, да? Еще кто выпускается у вас? Ну, инженеры, это экологи, природопользователи, это те, которые могут работать экологами на предприятиях. Мгм. Например, сейчас же очень Научной востребовано, деятельностью, да. наверное, занимаются. да? Занимаются научной деятельностью. Так, давайте коснемся теперь ассоциаций. И вот, в 93-м году все же были люди, как слепые котята. Куда идти? Что делать? Никаких законов нету. Никто ничего не знает. Никто экономикой никогда не обучался. Потому что это простые учителя, врачи, там все, кто остались Ну, без работы. Да, да. Вот, да. им надо было, Вчерашние бюджетники. Да, им надо было семью кормить. Мгм. И вот, и кто пошел в челочники, мешочники, вот, и все остались и думали, что делать-то, куда. И вот мы в 93-м году объединились для того, чтобы каким-то образом защищать свои права. То есть вы как-то Да. каким-то образом все равно предприниматели общались, То есть, конечно, свой круг общения, да. Мы общались, решали какие-то задачи. Тогда не было структуры такой, как бы, государственной, поэтому нам приходилось... Нормально, да? Не нагрелся? Ну, не Ну, знаю, сейчас вот так надо проверить, да? Еще нет, да? Нет еще. Еще нет. Да, ну так муку надо. Чуп-чуп-чуп. Еще нет. Так, и? Поэтому наша ассоциация, просто общественная организация, взяла на себя вот проведение ярмарок, проводили конференции, ярмарки и все такое прочее. В Ой, настоящее да. время нас 60 человек, да, в ассоциации объединено, вот разных, так скажем, А тогда было? отраслей, А тогда, направлений. когда начинали, сколько было? А Ну, тогда почти- даже до 500 доходило одно время. Очуметь. Столько, смотрите, Да. женщин было. Да, потому что первые были женщины, потом у женщин же своя специфика. Женщины брали, занимают ту нишу, которую мужчины никогда не будут занимать. Это вот мелкий бизнес, это вот услуги, детские сады, там, не знаю, продавцы, мешочники, челночники, Парикмахеры, парикмахеры, вот услуги. Все это вот мелкота, которая не дает быстрой отдачи. Ну, надо трудиться и помаленьку только Ага. капать. Вот. Поэтому вот такая ситуация была. А вниз, да, головой надо Да, класть? обязательно нужно. А, да. Жарилось сразу. Семен Семенович. А я даже не знал. Первый раз вижу. Так, Нормальное масло, огонь, в смысле? Лопатки нужны, Сейчас, да? Да. И вот они вот так в кипящем масле жарятся. Вот так, я Да, могу- кстати сказать, они, конечно же, вкусные, но очень вредные. Сейчас же, Ой, сейчас же идет. чистосердечное признание. Да, Сейчас я сейчас, ПП, да, сейчас ПП, правильное питание. И Иногда всегда можно, говорят- ничего страшного. Иногда говорят, жареное, да в масле, да это. Мы еще колой Очень будем запивать это. Ну, думаю, Не иногда ищем можно. легких путей. да. Иногда можно, да. Вот. Иногда можно, ничего страшного. Как говорят, без фанатизма, да? Да, без фанатизма. Сколько можно, это уже ПП нами уже это. Мы тут иногда сами себе противоречим, но ничего страшного. Ну, бывает. Бывает. Да. Ну, Бывает. это же человеческая жизнь, люди разные. У каждого свой, так скажем. Все, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо ведет к Да, ожирению. да. Либо противозаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Да. Да, вот так же говорили. Ну, это такая шутка, конечно. Так, мне кажется, уже надо, можно уже это Сейчас посмотрим. переворачивать. Смотрите, как. Это моя лопаточка была. А, у вас своя лопаточка. Вы смотрите, пожалуйста, а то я это. О, вот. Ага, и они у нас такие подошли. Подождите, это еще не все, так скажем. Конечно. Это моя ложка. Вот.
Варежка. Обязательно надо, Вот так сделать? да, и сюда надо масло налить. Ух ты! Потому что чтобы прожарилось мясо. Мгм. И тоже вот так, и раз туда масло, да? Да. Теперь надо огонек уменьшить маленько. Так, давайте. Норм? Ну, лишь бы вот так подкипало, да? Да. Хорошо. Итак, вы сейчас сказали, что в ассоциации сколько уже членов? 60, да. 60, да. Какие задачи вы решаете, какие цели ставите? Ну, во-первых, задача, конечно, защита прав, Мгм, обмена мнениями, мгм, участие в общественной жизни, Мгм. более-менее активное, да, вот, продвижение своих идей, мгм. там, ну, примерно так, Консультации. Да? консультации, да, Потому что у каждого свой бизнес. да, Кто-то там, начинает новый, спрашивает. да, спрашивают. Если Но у нас в схожие, да? основном уже зрелые, которые давно Ну, в бизнесе, М. вот, поэтому... Ну, частые вопросы, которые больше всего, какие задают вам? В каком банке счет открыть, наверное? Это какого числа налоги надо было Да, и платить? какую налоги надо было заплатить? Ну, Декларацию это, когда отправлять? У нас есть свой этот самая группа, и вся информация, которая поступает от министерства, от центра «Мой бизнес», кстати, они хорошо работают, с ними мы вплотную работаем, и какие-то других структур, прокуратуры и прочее, я все это выкладываю Мгм. в этот. И, Ну, какие-то да. нормативные правовые акты, Да, на да, всё да, прочее, и женщины читают это, и каждый Ага. для себя что-то там берет, так. Ага. надеюсь. Да. Люблю задавать этот вопрос. Вот с высоты ваших лет, вашего опыта, огромного, скажем, да, предпринимательского, ну вот какой вы совет вы дали бы начинающим предпринимателям, и какой совет вы дали бы себе, тогдашней молодой предпринимательнице? Ну, как сказать? Либо что вы бы поменяли бы тогда? Вот, ну, то есть Я бы, наверное, Всегда тогда в госслужбу не пошла, потому что, сразу предприниматели. ну, будучи предпринимателем, вот когда мне предложили на должность председателя, то есть госслужбу, да, ну, это должность министра почти, я бы, наверное, сейчас отказалась, Мгм. потому Ну, то что, есть тогда был от кого предложение было? да, Авторитет человека тоже, может быть, какую-то определяющую роль, может быть, сыграл, да? да, во-первых. Нет, ну, интересно, мне вообще по жизни всегда было все интересно. Ага. Все новое вызывало у меня интерес. Ага. Вот, что-то тут пережарилось маленько, что ли, Чуть-чуть, да. передержала. Ну да, будем следить, ничего страшного. Следующую партию. Огонь, по-моему, поменьше сделать. да? Поменьше огонь надо сделать, да. Ага. Так, вниз головой. Ну вот, Семена тоже готово. Что-то. Сейчас. Вот 4 как раз мне удобно, мне кажется, Да. выкладывать. А вы пока, да, готовьте. Потом мы еще все съемочные бригады с нетерпением ждет. И я домой возьму. Вот. Что я говорила? Есть какие-то сейчас программы, какие-то инициативы на поддержку? Ой, конечно, сейчас сравнить то, что было и сейчас, это две большие разницы. Так. Если тогда, в 90-х годах, женщины сами по себе крутились, Ага. да, сами что-то там придумывали, то сейчас очень колоссальная идет поддержка от государства, субъектов малого предпринимательства. И Не дают. многие, кстати, об этом до сих пор даже и не знают. Да. Вроде как бы 21 век информации, но я к своему стыду даже многое узнаю, что серьезно, Да, как-то такое оказывается, есть даже. было, да? Да. Действительно, меры поддержки очень много. Ну Да. и вообще новых, как скажем так, решений, Да, которые институтов, упрощают да, институтов бизнес, да. поддержки много очень. Ага. Вообще, конечно, Перевернуть? предприниматель. Перевернуть? Да. Перевернуть. А вот этим надо, да? А, железным же, это будет. Ну тут как удобнее, да. О, да. Мы чуть-чуть не это. Смотрите, Да, друзья, вот я успела. пережарилась. Я успела. Надо уменьшить огонь еще. Еще уменьшить огонь. Да, Какой сильный газ. оказывается, да. Это газ. Это газ, между прочим.
А вы сами какие-то программы ведете специальные для ваших коллег? Нет. Специальных таких нету, да? Ну, а зачем, когда есть уже столько структур поддержки? Обращайся куда хочешь. Поэтому, я думаю, это здесь. А с какими проблемами сейчас больше обращаются? Ну вот среди коллег. Что, на что больше жалуются? Ну, административные какие проблемы приходится больше Я решать? даже не могу сказать, что это какие-то большие проблемы такие. Каждый предприниматель, у него свои проблемы возникают. То подсоединение сетей, там, то земельный участок, то там вот по конкретному случаю. Вот, кого-то там счет закрыли, ну вот, все примерно так. Ну, то есть Сказать, что каких-то текущие вопросы. Да, больше всего текущих вопросов. Хотя вот бывает, что вот, из министерства, это мой бизнес-центр постоянно спрашивают, что вам это, что надо вам. Что вам надо? Да, Как что вам это? надо, дайте информацию. Но женщин пока, да и не только женщин вообще, пока, говорят, петух не клюнет, мужик не перекрестится. Также, да, также и здесь. Пока у тебя все тихо, спокойно в бизнесе, никто активность не проявляет. Когда только стукнет лично по вам, тогда начинают уже что-то там бегать. А количество вообще предпринимателей же растет. Растет. Ну, там, Последнее видите, время. тут сложно сказать, потому что, с одной стороны, вроде как бы растет, а многие сейчас переходят на самозанятость, потому что человек же ищет, где рыба, где глубже, человек где лучше. Ну да, Сейчас конечно, многие, если есть возможность, переходят на самозанятость. Ага. Самозанятые. Ну, то есть это без образования индивидуальные предприниматели, да, самозанятые. Самозанятые, Какие-то сам по дела, себе. да, определенный доход, да, скольки-то, да? Да. Ага. Переходят на самозанятость и так далее. Так что... ну, Все трудно равно, сказать. считай, практически предприниматель. Да, предприниматель, конечно, самозанятый. Только вот микробизнес, так скажем. А вот тогда и сейчас отношение государства. Ну, это две большие разницы, конечно. Сейчас это совершенно другой подход. И государство понимает, что бизнес это, так Это скажем, предприниматели цвет нации, я бы так да, сказал. да, что от предпринимательства много зависит. Да, экономическая основа, в общем-то, каждого государства – это предпринимательство. Поэтому этому уделяется достаточно большое внимание. Вот. В принципе, активный человек может добиться всего. И причем вот с точки зрения ассоциации, ну, не только это общественная организация, это как бы трамплин для участия в общественной жизни, во-первых. Во-вторых, для политической жизни можно использовать, например, эти общественные Ну, организации. многие, кстати, так и делают, да, потому Да. что многие предприниматели с да, или в годами депутаты, или потихоньку все равно какие-то- идут в политику. Да, или общественные какие-то такие вот организации и прочие моменты. Это, в общем, помогает для карьеры. Правильное использование, правильное участие, допустим. И еще одна ваша ипостась, председатель комитета экологии и предопользования. Ну да, поскольку я же работаю Там что вы делаете, скажите? мы решаем вопросы именно предпринимателей, которые занимаются бизнесом в области охраны окружающей среды. Это у нас, например, переработчики мусора, Вторсырье, допустим, да. вторсырье, Да. это перевозка, там, услуги, какие-то предоставления там, отчетов и так далее по экологии. В этом плане. Да, вот жарится очень быстро. Огонь же нормальный? Ну, Я уменьшил еще. Вот хороший так, же, да? кто попробует, дожарились или не дожарились, может, это возьмет? Мне кажется, хорош. Нет? Не знаю. Нет, ну в смысле внешне, мне кажется. Ну, внешне-то да. Да главное, чтобы внутренность созрела. Я думаю, что в этом. Тем более, что мы же топленым маслом его заливали. Да. Вытаскивай. Вы проходили специальное образование, обучение по тайм-менеджменту? Почему? Тайм-менеджменту. Нет. Как вы тогда распределяете свое время? Как вам удается так многими вещами заниматься? И
Ну, я уже как бы с возрастом уменьшила. Раньше как-то мне казалось... Активности, да? Да, Так. раньше мне казалось, что я везде успевала, много очень делала, какие-то телодвижения. Сейчас мне так лень, простите за выражение. Мы с остатками теста сделали ананского халатика. Да? Как мы правильно называть? И Кто как называет. Кто как как называет, называет, да, она будет практически десертом, можно сказать, да. Не... Ее обычно с безо- сгущенкой, с вареньем. Да, кушают. безотходное производство. Я смотрю, мутовка у вас какая-то интересная. Да, вот эту мутовку я хотела рассказать. Этой мутовке уже лет 50, наверное. Да ладно. Да, это мой папа смастерил специально для меня эту мутовку. Это вот оладьи, блины, что-нибудь такое жидкое тесто. Это вот первое. Я вот не могу использовать эти электрические. Да, именно Да, вот вот этим. этим только. А выглядит да. как новая почти. 50 Да, лет эти да, штуки, да? вот Не-не, по ручке видно, то, что она вот... старовато, да? Ну да. то, что, нет, ну то, что она вот... Ею работали долго. Ну вот недавно моей правнуке, у меня же 3 детей, от 3 детей у меня 7 внуков. 7 внуков, а старшему внуку 32 года, а маленькому 8. Вот. И 2 правнука, Ага. 2 мальчика, не, у меня эти, не близнецы, а двойняшки. Ага. Совершенно разные. Я всегда смеюсь, говорю, один белый, другой серый, 2 веселых гуся. Вот. И я их тоже научила, делали в прошлый раз, вот фотографии не взяла. Тесто, блины, и вот он мой маленький стоит там, Дима, и так хорошо лежит, мотовкой крутит. А второй вот тесто вот любит, вот тесто делать, вот когда вот шарики и все прочее. Ясненько. Вот. И внучка у меня прямо молодец, она у меня блины течет только так. Оладьи, блины, сама тесто делает, сама печет. Поэтому я думаю, что они у меня эстафету примут по подготовке. Да. Друзья, ну у нас кульминация нашей передачи. Давайте пробовать, что у нас получилось. Да. Да? Вы будете с Горячий нами только, пробовать? будьте осторожны. Да, будет Давайте горячий. возьмем. Очень вкусно, Галина Савровна. Ну, рада Да. стараться. Главный повар что скажет. Очень вкусно. Тоже некий вкус детства. Дедушке передашь. Меня привет Обязательно. большой. Ты же говоришь, что их назвали намскими, да? еще? Да, Их вот иногда это. намские называют, да. Ну вот меня и научила моя свекровь намская. Мы сердечно признаем, что это не совсем ПП, но иногда можно. Это, ребята, ну это просто бомба, это очень вкусно. Да. Пожалуйста, Да, Галина пробуйте. Савровна, еще раз вам огромное спасибо. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, у нас уже наступил 25-й год. Да. Мы думаем, что от этого года ожидаем очень многого. Во-первых, конечно, мирного неба, процветания нашей стране, нашей России, ну и, конечно, нашей республики. И чтобы все жители нашей страны были счастливы, жили благополучно, чтобы не было никаких бед, страданий, а было только вот хорошее настроение, благополучие, как моральное, так и материальное, и чтобы мы вместе с нашей страной процветали. Всем удачи, успехов, здоровья и всего самого наилучшего в наступившем 2025 году. Еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была Галина Сафроновна Васильева. Еще раз вам огромное спасибо за очень вкусные беляши, за интересную беседу. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. Друзья, мы на этом с вами потихоньку прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы, По-домашнему. друзья. Да, по-домашнему. Будьте здоровы, друзья.